На фронте, Лёх. Давай, набирай, Лёх. Мирон, на место, Саш! Быстрее, Артур, быстрее! Дай право, дай мне! Это не фол, что ли? Алло, Ты, блядь, даже не слышал? Беги, 1-1. Вышли, вперед! Перевод, перевод! Иди уже в него, ну, блядь! Она, наверное, тут, когда дорога, ты не стадион стоит. Лёха, бей, Лёх! Главный город,
Я помогу, ей! Горишь, Сам молодец. Лучше нахуй пусть летит! Перед нами главный тренер футбольного клуба Сергей Щедрин. Поздравляем вас с первой победой в чемпионате. Скажите, пожалуйста, вот вы проигрывали по игре, в начале, вернее, игры, пропустили быстрый гол, потом отыгрались и в конце, в раздевалочку, как говорят, забиваете гол. Какие слова в перерыве говорите своим подопечным? Потому что игра все-таки первого тайма была очень вязкая и нервная. Ну, она была не вязкая, может быть и вязкая, и нервная, просто мы играли много через центр, вместо того, чтобы играть через фланги. Вот, и, соответственно, теперь была передержка мяча в центре поля, и в центре поля, опять же, вместо флангов, то есть мяч постоянно шел, спасибо, ребят, шел постоянно в общем-то, в центр, да, там пытались одним пасом разрезать всю ту же оборону, то есть там центральные полузащитники, но это было неправильно. Вот, и наверное, да, то есть быстро гол пропустили, конечно, в общем-то, где-то было, такое, в общем-то, ненормальное состояние, потому что у команды никак не могли собраться, в общем-то, с игрой. Но вот то, что сравнили счет и забили гол в раздевалку на последней минуте, там, конечно, он сыграл какую-то определяющую роль, потому что, в принципе, это, для футбола немаловажно было. То есть, поэтому, а второй тайм, в начале, опять же, мы не забиваем пару моментов, после этого был, опять же, штрафной, Факел подавал головой, парень замыкал. Мяч хорошо попал в штангу, там, в нижнюю, хотя, то есть Олег вроде шел на этот удар, но мяч попал в штангу, попади в ворота, то есть, опять же, счет был 2-2, и непонятно, как бы сложилась игра дальше. То есть такие игры, это футбол, в общем-то, здесь не забиваешь ты, забивает тебе. Сразу же наступает наказание. В целом игрой сегодня довольны? Вторым таймом более или менее, а так нет. То, что было, то есть, в принципе, прошлогодняя игра, она куда-то пропала, никак эти эмоции, которые были прошлогодние, мне их никак не вернуть пока. Поэтому не очень, чтобы очень. Все достаточно грустно. Пока. Ну что ж, пусть все придет и всего самого хорошего. Спасибо. Перед нами капитан футбольного клуба «Факел» Максим. Скажите, пожалуйста, вы забиваете первый гол, потом пропускаете два. Что случилось? Я думаю, все-таки команда Кингисепп посильнее нас. Нам повезло в первом голе. Конечно, они пропустили контратаку. У нас получилась неплохая контратака. Да, мы забили гол. Давление на наши ворота было приличное. Сильное давление, скажем так. Да. И получилось так, что первый гол – это мастерство нападающего, а второй гол – невезуха, я думаю, что рикошет. И отлетел мячик нападающему, который был на пустых воротах, он забил просто. Но давление очень сильное на наши ворота. Гол в раздевалку повлиял? Конечно, гол в раздевалку повлиял. Если бы мы уходили при счете 1-1, выходили бы немножко с другим настроем, как всегда, гол в раздевалку влияет на ход игры. А в целом довольны сегодня, как сыграла команда? Нет, конечно, счетом недоволен, а командой, в принципе, все отдавались. Нам очень тяжело, у нас кадровые потери очень большие, нам не хватает, у нас травмированных очень много. 5 человек основного состава не приехали сюда, именно в Кингисепп. У кого работа, у кого травмы. Команда у нас любительская, поэтому играем мы только своими воспитанниками клубными, у нас нет легионеров никаких. В принципе, у меня претензий никому нету. Все у нас как могут, так и играют. А задачи на сезон стоят? Задачи у нас на каждую игру выходить и биться, добывать очки. Все. Какие-то места занимать нет. Ну что ж, удачи и процветания, и всего самого лучшего. Спасибо тоже. Спасибо.